22 октября США ввели очередные санкции против России. Под запрет попали крупнейшие нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть» и 34 их дочерних предприятия. Среди них оказалась Уфимская башнефтьдобыча и Башнефть-Полюс. Помимо этого, под новые санкции Евросоюза попало Уфимское оборонно-промышленное предприятие УМПО, выпускающее авиационные двигатели. Входит в корпорацию Ростеха. Я знаю, что сейчас некоторые скажут, что санкции, мол, не несут никакого разрушительного действия на экономику России. И, мол, россияне плевать хотели бы на эти самые санкции. Некоторые, особо патриотично настроенные, пишут и говорят, что в России, ну и в том числе и в Башкортостане, все хорошо и стабильно. Но так ли это на самом деле? Давайте просто вернемся чуть больше, чем на 10 лет назад, когда Россия еще дружила со всем миром, Европа покупала газ, в стране работали компании из самых развитых стран мира. Все было хорошо и стабильно. Люди жили относительно спокойно, развивались, строили бизнес, путешествовали по всему миру. Потом, в 2014 году, была аннексия Крыма и Донбасса, а в 2022 году полномасштабное вторжение в Украину всей российской армии. Если мы отбросим весь негатив от войны в виде сотни тысяч убитых и раненых и сосредоточимся только на экономике, то выяснится, что в результате начавшейся войны Россия потеряла убытками почти 2,5 триллиона долларов США. Вдумайтесь только, насколько это гигантская цифра. Фонд национального благосостояния, который формировался за счет сверхдоходов с продажи нефти и газа, снизился с 8,43 триллионов рублей, цифра на начало 2022 года, до 3,4 триллионов рублей на март 2025 года и продолжает падать из-за огромных расходов на войну. Заморожены российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов. Гигантские, некогда суперприбыльные компании, такие как «Газпром» и «Роснефть», теперь стали убыточными. России перекрыли доступ к высокотехнологическому оборудованию. Из страны ушли практически все крупные известные мировые компании и бренды. В результате чего огромное количество людей лишилось работы и стабильного заработка. Ушли такие платежные системы, как MasterCard, Visa, American Express. Российские банки отключили от системы SWIFT. Сегодня даже государственные экономисты России признают, что экономика страны находится в стагнации и не растет. В убытке металлургическая, угольная, автомобильная промышленность. Китайские товары заполонили российский рынок и вытеснили российского производителя. Особенно это заметно в автомобильной промышленности. Было перекрыто поступление запчастей для авиационной промышленности и привело к тому, что начали разбирать одни самолеты, чтобы перекидывать запчасти на другие. Ряд крупнейших производителей сельскохозяйственной техники ушел с рынка. Российские агрофирмы столкнулись с дефицитом запчастей. При 60% импортных тракторов и 15% комбайнов заменить их российскими аналогами было просто невозможно. Цены на запчасти выросли сразу же на 70%. Убытки строительной отрасли России за первые полугодия 2025 года превысили 300 миллиардов рублей. Многие предприятия переходят на 4-дневную рабочую неделю, что сокращает зарплаты рабочим, соответственно, и их доходы. Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. Сейчас, правда, она снизилась немного, но не сильно, до 16,5%. Напомню, что в 2013 году ключевая ставка была всего лишь 5,5% годовых. Долги по зарплате в России за последний только год выросли в 4 раза. Просроченная задолженность на конец сентября 2025 года составила 1 миллиард 950 миллионов рублей, что на 18,5% больше месяцем ранее. Стали запрещенными популярные соцсети и мессенджеры, такие как Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber, Signal, Discord. Социальная сеть TikTok с марта 2022 года приостановила стриминг и размещение новых роликов в России. С 2024 года начали замедлять работу YouTube. В итоге в России, ну и соответственно в Республике Башкортостан, только стабильный рост инфляции и рост цен.
Выросли цены на все. Продукты питания, товары первой необходимости, одежда, лекарства, стройматериалы, бензин, цены на проезд, коммунальные услуги и многое-многое другое. Многие товары выросли в 2, а то и в 3 раза с 2022 года. В то время как зарплаты и пенсии так не выросли. А теперь скажите мне, что это не так. Скажите, что жизнь стала лучше. Конечно, нет. Среднестатистический житель Республики Башкортостан стал жить хуже с 2014 года и явно хуже с 2022 года. Долг самой республики превысил 74 миллиарда рублей. Хабиров, сегодняшний гауляйтер Республики Башкортостан, получил республику с профицитом бюджета, а теперь в результате 6-летнего правления она вся в долгах. Вкладывается он только в развитие Уфы, и это выглядит только косметически. В столице ремонтируются и расширяются мосты, развязки, строятся никому не нужные дворцы, арки, памятники за миллиарды рублей. В то время как вся остальная республика прозябает в нищете. Разрушены дороги, автосообщения, закрываются школы, больницы. Одних только детских садов с 2018 года, то есть с момента правления Хабирова, сократилось на 100 штук. Соответственно, люди лишаются работы, а села и деревни – стимулы к развитию. Если в деревне закрывается детский сад и школа, то молодежь в таком селе не остается. Семьи молодые там не создаются. Если раньше болезнь республики заключалась в том, что ее жители массово уезжали на заработки вахтовым методом, то сейчас едут по контракту воевать. В результате этого уже 2 года Башкортостан занимает первое место по количеству погибших в этой войне по всей России. Если бы у Республики Башкортостан был избранный народом на честных выборах президент, а не поставленный Москвой гауляйтер, если бы у нас были честно избранные депутаты в парламенте республики, а не ставленники Хабирова, если бы у нас республика сама отвечала за политику и экономику, то разве бы она ввязалась в войну с Украиной? Конечно, нет. Зачем нам это надо? Украина Башкортостану ничего плохого не сделала. Как и украинцы ничего плохого не сделали жителям нашей республики. Вон, даже союзники по ОДКБ, Казахстан, Кыргызстан, Армения не стали поддерживать эту войну и в нее ввязываться. Зачем тогда Башкортостан ввязался? А все потому, что Башкортостан является бесправной колонией, которая не имеет своего собственного голоса. Она не имеет права решать сама, что и как ей делать. Ей сказали иди и воюй, она идет и воюет. Ей сказали спонсируй войну, поддерживай ее материально, отправляй мужчин республики на фронт. И она не может отказать или сказать решительное нет. И самое главное то, что даже если наступит мир, который заключит Путин на выгодных для него или невыгодных условиях, то лучше теперь жить россияне точно не станут. Санкции с России никто не снимет. Разруха так и останется. А теперь посмотрите, как выросли во всех сферах бывшей колонии Москвы, так называемые бывшие союзные республики СССР. Не будем даже ставить в пример страны Балтии, где уровень жизни населения этих стран всегда был выше уровня жизни среднего россиянина. Давайте возьмем в пример близкий и братский нам Казахстан. Уровень ВВП на душу населения Казахстана недавно обогнал уровень ВВП на душу населения России. Численность населения Казахстана выросла более чем в 2 раза, в то время как Россия идет спад. Экономика Казахстана бурно развивается, в страну идут иностранные инвестиции. Недавно было заявлено, что рост экономики Казахстана с 2019 года составил 16%. Промышленное производство, сельское хозяйство, строительная отрасль – все переживает бурный рост. Казахстан, как и другие тюркские страны, создав организацию тюркских государств, от слов перешли к делу. И сейчас взаимная интеграция среди тюркских стран только растет. Со странами Центральной Азии и Азербайджаном хотят дружить. С главами тюркских стран встречаются западные лидеры. Китай и Турция активно вкладываются в инвестиции. Новый назначенный посол США в Казахстан Джули Стафф предоставила документ развития двухсторонних отношений США и Казахстана, где говорится, что в Казахстан будет вложено от
340 до 700 миллиардов долларов США. Ну и теперь скажите, приобрели мы, жители Республики Башкортостан, или потеряли от этой тупой войны в Украине? Или вы до сих пор будете упираться и доказывать, что стали жить лучше? Что делать, скажете вы? Я отвечу. Продвигать идею независимости Республики Башкортостан и готовиться к этой самой независимости. А когда наступит решительный миг, то действовать и забирать свою свободу.